еще раз. Сегодня мы так мимо друг друга немножко видели. Но у нас есть еще одна возможность небольшая. Продвинуться в направлении друг к другу. Заголовки этого слайда, я секундочку выходить, да, я заголовочки этого слайда, та основная мысль, которую я хотела бы сейчас с вами проработать. Это интеграция математики, математической грамотности и финансовой грамотности. Математической грамотности. Но почему-то все-таки математика в заголовке, а не математическая грамотность? Потому что как часто мы будем делать, наверное, такие отдельные предметные математические элементы, инструменты математики, которые нам помогают, с одной стороны, развивать и математическую финансовую грамотность, с другой стороны, продвигаться вместе по уровням развития функциональной грамотности. Такая задумка. Итак, наша сегодня с вами задача посмотреть глазами уже опытных людей, прошедших 2,5 дня здесь, этой летней школы, на дефициты заданий в их интегральных каких-то возможностях пока не реализованы. Вот, например, задание по финансовой грамотности буду показывать, которое очень узенько и скромно выглядит, потому что оно не обогащено аппаратом математическим. И наоборот, есть задание замечательное математическое, из области математической грамотности, которое выиграет, если его обогатить какими-то добавлениями, доработками из области финансовой грамотности. Вы нашу задумку поняли? Лариса Олеговна нам подарила некоторое время, и мы это время используем как педагогическая лаборатория для того, чтобы эти дефициты стараться преодолевать. У нас есть некие намеки, кое-что мы с Ларисой Олеговной говорили, кое-что будем вам подсказывать, но прежде всего надеемся на вашу креативность. Креативное мышление тоже уже вчера у вас было, да? И вы... к вам завтра придут. Было просто базовое. Замечательно. Итак, употребляю термин, который предложила для нашего интегрального пользования Лариса Олеговна. Задание двойного назначения. Сегодняшняя наша работа именно в этом ключе. Мы предлагаем некоторые материалы с сайта нашего института, с открытого банка нашего института, банка заданий. Я покажу его интерфейс этого портала немножечко позже, где размещены материалы по нашей финансовой грамотности исключительно для 5 класса. Мы будем на них ориентироваться и будем брать, хотя размещены там материалы 5, 6, 7, 8, 9, 3 лет разработки. Но мы взяли несколько примеров для 5 класса, чтобы было попроще нам работать здесь, на этой лаборатории, и некоторые материалы для более старших детей по математической грамотности, которые тоже попытаемся успеть, или, по крайней мере, покажем направление возможного обогащения из области финансовой грамотности. Вот эти два задания. Как вы видите, они идут друг навстречу другу. Те задания, которые мы с вами сегодня выполняем. Дополняем задание, комплексное задание, комплекс по финансовой грамотности так, чтобы оно стало выполнять задачи оценки и развития математической грамотности, и наоборот, дополняем комплекс по математической грамотности так, чтобы это задание стало выполнять задачи оценки и развития финансовой грамотности. Итак, включение в комплекс задания по финансовой грамотности вопросов математического характера. Для этого, прежде всего, мы опять вспоминаем, эти вопросы должны уложиться в некую содержательную область, в некую компетентностную область и в некий контекст. Мы укладываем эти вопросы, тогда они, да, у нас играют на развитие математической грамотности, и для этого используем вот этот самый ресурс. Я обещала вам показать портал нашего института, открытый банк заданий, ссылочка на него дается, и мы заходим сейчас на какую полочку слева? 5, да, где там наша финансовая грамотность, математическая выше, она 2, а мы там только на 5 позиции. Но тем не менее мы тоже что-то можем, да? Итак, мы предлагаем рассмотреть для примера, а для примера мы покажем здесь, что с этими заданиями наши дорогие коллеги математики сделали, как можно обогатить задания по финансовой грамотности вопросами математического характера. Немудреное введение. Нужны новые джинсы мальчику. Он зашел в торговый центр, обнаружил там джинсы, которые он хочет, посмотрел, сколько они стоят. Цена высокая, продавец сказал, что акция действует, можно 2 джинсы за полцены купить. А после обеда он еще заходит на сайт и обнаруживает, что можно и в интернет-магазине тоже купить такие же джинсы. Вот это была нота по другой цене. Вот это было наше введение.
Коллеги-математики прямо уже в этом введении увидели возможность обогащения доработки этого задания. Останавливаясь пока на возможностях только торгового центра, посмотрите красненьким цветом, я везде выделила те позиции, которые предложены в расширительном контексте потенциала этого задания с позицией математической грамотности. Не читаю вслух, вы прочитали, видно, да? Не теряю на это время. Но, тем не менее, вы видите, что акцентируется. Во-первых, фразы выстроены языком математики. Да? Во-вторых, акцентируются позиции вот этой нашей содержательной области, количество. Да, мы видим. Вопрос, сколько у нас 3 раза повторяется, начинает наша фраза. Далее, мы понимаем, что можно отразить и некие жизненные практики, посмотреть, какие суммы будут стоять в чеке, если он купит эти товары. Второе задание. Тоже красным цветом. Значит, тоже расширение по сравнению с тем, что было предложено у нас. Во сколько рублей обойдутся покупателю каждые джинсы, купленные по акции? Математический, классический вопрос, сформулирован математическим языком, и возможность и оценки, и развития умений выполнения этого задания. Далее идет наш оригинальный текст, связанный с тем, что мальчик решил разобраться, решил сравнить, сколько стоят одни джинсы, сколько стоят двое джинсов в торговом центре, и сколько в интернет-магазине. Идет такая небольшая сравнительная табличка, которую он заполняет. И далее 4-е задание, где, сохраняя наш вопрос, коллеги-математики свой аппарат, элемент своего аппарата вводят. Приведите 2 способа рассуждения, отвечая на вопрос, где выгоднее купить одни джинсы и где выгоднее купить двое джинсов. Причем эти 2 способа здесь раскрываются, показаны как ориентиры для выполнения задания. 5-е задание тоже наше оригинальное насчет советов, полезных или бесполезных, с учетом решения вообще, в принципе, модели поведения при принятии решения о покупке. И формат тоже нам с вами знаком. И, наконец, 6-е задание. Здесь оно дано в оригинале, как у нас. Папа включается в разговор. Он тоже собирался купить джинсы только в следующем месяце, но поскольку сейчас акция, он может изменить свое решение и принять участие в этой акционной покупке. И тогда вот вопрос, сколько денег сэкономится, если папа купит джинсы по акции в этом месяце, не в следующем, как он планировал, и по сравнению с покупкой в следующем месяце в интернет-магазине, сколько себя может сэкономить и в торговом центре. В это 6-е задание тоже коллеги-математики приложили свою руку. То есть они несколько отредактировали сам посыл. Мы теперь об экономии семьи говорим не только применительно к папиной покупке, а к общей покупке папы и сына. И дополняется этот наш вопрос тоже расширением, сколько сэкономит, если покупают в торговом центре, и сколько сэкономит, если покупают в интернет-магазине. Вот вам логика доработки и дополнения. Один из возможных, конечно, вариантов в каждом случае мы видим, но что включается в зону доработки? Включается сам сюжет, некоторые есть редакционные ремарочки, включаются варианты решения модели поведения тоже, включаются элементы, дополняющие уже на уровне самого введения до 1-го задания, идет редакция под математический аппарат самих заданий или вставочка заданий новых. Вот такие варианты действий возможны с материалом по финансовой грамотности, которые включают, посмотрите, количественные наши, извините, в характеристики, в спецификационные характеристики включают некие математические дефиниции из области содержания, да, из области компетентностной, вот интерпретировать результат, например, объект оценки языком математики дается именно с использованием логической конструкции как вариант. Это все возможные варианты. Да? Я даю даже не применительно к какому-то конкретному заданию. Говорю, как это может быть использовано при условии доработки в наших спецификационных характеристиках. Это другое задание, другие возможные тоже дополнения математические, другие спецификационные характеристики и объект проверки. А здесь некие просто идеи, и для нас они тоже с вами важны, потому что времени на детальную проработку и формулировку сегодня может не хватить. Его у нас не так много, но тем не менее идеи, как можно дополнять отдельные задания и в какую сторону можно разворачивать вот эту математическую сторону наших потенциалов. Пробегитесь просто глазами на уровне идей, потому что это примеры.
Предстоит нам сейчас впереди наша собственная мозговая атака. И вот сейчас мы уже подошли к ее началу. Я предлагаю после такого небольшого вступления начать самостоятельную работу, но если есть какие-то вопросы на уточнение, на то, чтобы я вернулась к какому-то предыдущему слайду, скажите, пожалуйста. Нет пока вопросов. Тогда предлагаю окунуться, погрузиться в некоторые материалы из банка заданий 5 класса 19-20 года разработки по финансовой грамотности. И вы видите красненьким цветом то задание, которое сейчас стоит перед нами. Дополнить данное задание по финансовой грамотности так, чтобы оно стало выполнять задачи оценки и развития математической грамотности. Читаем вступление. Я сейчас эту строчечку подниму. Ничего. Больше не будет мешать. Наверху она будет, в раздатке это нет. В распечатку это не попало. Читаем, к сожалению, читаем с экрана, если нужно. Я думаю, что тех задач не мешает. Сверху не мешает. Мы сейчас выполняем это задание с листа, читаем, а выполнять можете своими маленькими столечками в группах, в парах. Кому-то, если хочется индивидуально, может кто-то свои индивидуальные решения предложить. Пока вы посмотрели введение, я вернусь еще раз к нему, пока пробежимся сейчас по логике всего комплексного задания. Там 4 задания нами предлагается, нами не математиками, да? И вы сейчас увидите логику. Итак, введение понятно? Да. Магазин там, в общем-то, случайно. И покупки, которые были совершены, вы здесь уже увидели. Идем дальше. Первое задание. Планировала ли Ульяна поход в магазин и сделанные ею покупки? Отметьте ответ в каждой строчке. Да? Следующее задание. Мама, когда увидела ее покупки, сказала, мы пока это не выполняем, мы общую логику смотрим. Да? Мама, когда увидела ее покупки, сказала, что старшая сестра учится, подрабатывает и, в общем-то, зарабатывает определенную сумму, можно сказать, немаленькую. И нужно посчитать, сколько времени нужно работать старшей сестре, чтобы заработать те деньги, которые потрачены были на эти покупки. Потраченная сумма и сколько нужно работать ей, чтобы такие деньги заработать. Третье задание дано в логике покупок, огорчивших маму по каким-то обстоятельствам. Вы здесь прочитаете, по каким. Покупки могут быть, конечно, и для собственного удовольствия осуществляться нами, но идет разговор, видимо, о каких-то приоритетах, количественных выражениях и совершенно бездумных таких затрат. И пятиклассники это задание выполняют, оно на их языке написано, доступно для них, но логика опять не в математической, да, плоскости. И четвертое, последнее задание, оно касается основных правил совершения покупок, которые мы отрабатываем с детьми. И в данном случае очевидно, что некоторые правила были нарушены, нужно их найти в списке и обозначить. Все, наша логика не математическая закончилась. И мы возвращаемся к заданию дополнения вашими предложениями, идеями и, может быть, уже даже формулировочками, которые сложатся этого комплекса. У вас бумага есть, чтобы на ней писать? Да? А то, может быть, какие-то листочки вам организовать. Если есть, то замечательно. Но вы, пожалуйста, пишите так, чтобы этот листочек можно было потом оторвать и собрать в нашу общую копилочку группы. Давайте мы минутки 4 на эту работу дадим для начала. Потом посмотрим, если нужно будет, будем добавлять. Но пока работаем в режиме такого блиц, фонтанирования идей. Да. Писать. Ради Бога. Есть предложение не только математику, но и информатику. Когда они информатику делают? Конечно. А мы расширяем так, как кто может. Безусловно, вы можете применительно к своему предмету, своему предметному пространству что-то дополнять. И объясните потом, почему.
Можно вопрос? Да. Там написано, но посмотрела на подругу и взяла второй. Что это значит? Она взяла второй. И она И вы решили этот пункт, потому что если говорить про... Я поняла. Здесь есть момент, который можно расширить. 1,5 минутки прошли. Пошли. Вот что значит информатика. Да, я понимаю, что нам одна минута. Это 5 класс, да? 5 класс, 5 класс. Дорогие коллеги, добавляют 2 минуты? Не добавляют. Делится сейчас идеями о формулировке в процессе, да? Да, это правильно, потому что у меня там много еще чего показать. Итак, давайте на счет 3 посмотрим. Прекращаем обсуждение. 1, 2, 3. Все остальные дописывают слова в утюгочках, которые не успели. Начинаем делиться нашими идеями. Пожалуйста. У кого первая идея делиться, учим, понимаете, пожалуйста. Можно в информатике, а потом математике. Да, да. Мы с сразу очень логично говорим. Значит, по программированию у нас есть раздел программирования, алгоритмизация. Вы составить блок-схему общей стоимости покупки, которую сделала девочка, алгоритм. И второе — это составить таблицу, что купила, почем, и вывести тоже итоговую стоимость по каждому предмету, который она купила, в общую стоимость всего, что она купила. Вот пока классно. Спасибо. Ну вот у нас такой вопрос. Насколько больше потратила Ульяна, чем Марина? Вопрос. Или другой. Сколько вместе потратили? Так, Первое предложение. Если 300 рублей, то какие покупки смогла бы сделать Марина? одну секундочку, коллеги, вы слушаете друг друга? Да. Так, первый вопрос. Если бы было бы 300 рублей, то какие покупки могла бы сделать Марина? А у кого было 300? Нет, если бы Марина здесь. второе. все эти товары. Что вообще она могла? Что бы она могла купить? Это разные вопросы. Это вы допишите на 2 вопроса. Да, вы допишите на 2 вопроса. Первое, могла ли она купить это? Второе, что бы она могла купить?
Второй вопрос. Какую сумму могла бы сэкономить Ильяна, если бы она сделала только полезные покупки? Да. И третий вопрос. В пределах какой суммы у нее оказалась сама покупка? То есть, например, от 500 до 700 рублей, да, интервалы. А можно было и так, сколько людей потратила Ильяна, если пошла в магазин? Коллеги, просьба записать, вот сейчас уточняющие, чтобы вы знали вопросы. Пожалуйста. Ульяна потратила на такое Так, секундочку. планирование. Вот тогда и остается ей финансовая. Я не услышала. Чего не планировала? Я не услышала. Она мимо шла, она вообще не планировала. Вот этот дурацкий. Ульяна потратила какую сумму без планирования, сколько? Остается и финансовая. Да, спасибо. Какая сумма потрачена, по мнению мамы, Яны или Марины, без моей? Да. Чтобы она получила. Вы записали? А вы то, что вы сейчас два раза сформулировали, запишите, пожалуйста. Большая просьба, то, что вы произносите, записывайте. Если удается вам в паре работать, значит, когда один произносит, другой записывает, потому что иначе эти вещи теряются. Есть у нас еще дополнение? А теперь попробуйте на свои вот эти предложения посмотреть с точки зрения компетенции математической грамотности, с точки зрения содержания математической грамотности. Я вот эти картиночки-то, которые вначале приводила вам, вы помните, да? Математические наши рамочные моменты. Во что помещаются ваши вопросы, которые вы сформулировали? Посмотрите, каждый из ваших вопросов находит какую локализацию? В содержательной области, компетентностной области и контекста. И посмотрите, где у нас дефицит сразу обнаруживается. Вдруг у вас так обнаружится, что вот не мешало бы что-то и об этом, и об этом, и об этом еще сказать. Для себя сделали пометочки у себя на листочках, да? Я пока прокручиваю обратно. Изменение зависимости. Да. Так, я даю дополнительные 2 минуты. Ваше задание сейчас. Нет, коллеги, посмотрели на этот наш рамочный такой, так сказать, так, инструкцию напоминания. И сейчас я перейду опять к тексту, а вы дополните свои записи теми вопросами, которые можно было бы еще зачитать. У вас такой шаблонник раздатки есть. Определенное содержание, контекст или мыслительную познавательную деятельность. У нас есть количество зависимости. Так, ну, а теперь вы листочки ваши готовите сдавать, сейчас еще не сдаете, готовите, чтобы на данном этапе они были доработанные. А мы с вами смотрим на некие подсказки. Я буду шепотом говорить, я буду еще тише говорить, прям еще тише. Мы будем смотреть сейчас с вами на экран, к сожалению, нет распечатки, на некие подсказки, тоже коллег-математиков, относительно того, как можно дополнять наши описательные сюжеты, рассказы, диалоги математическими элементами. Посмотрите, например, сюжет «Телефонный разговор». Можно дополнить заданиями, в которых обсуждаются различные телефонные тарифы. Причем как бы сопоставляются тарифы на сам телефонный звонок и на СМС-оповещение. Идет вариант проявления зависимости цена, количество, стоимость. Варианты вопросов, что можно обсудить, прочитайте сами. И как вы уже, выполняя первое задание, тоже отреагировали на эту возможность, можно и точно вычислять, можно и прикидывать результат, да, давать некие интервалы. Другой характер носит предложение по комплексному заданию, как составляли семейный бюджет.
Там тоже можно дополнить все вычислениями обязательной части бюджета, из чего он состоит, учитывать. Есть вопросы, которые полезно формулировать и задавать относительно частей. Какую часть обязательной части бюджета составит, скажем, к примеру, расходы на питание или расходы на коммунальные услуги. Еще один вариант идей предложений связан с разным нашим многообразием заданий, где фигурируют наличные и безналичные деньги. Оплата наличными или оплата банковскими картами. Посмотрите, я специально красненьким, то, что в скобочках здесь дано, жирным шрифтом выделила, на какие математические элементы аппарата математического выходят эти варианты вопросов. Здесь и сравнение натуральных чисел, здесь и прикидка результатов, здесь и перебор возможных вариантов. И наше второе задание, по аналогии с первым, сейчас мы выполняем, опираясь уже на предложенные идеи, может быть. Задание вам знакомо, дополнение комплекса по финансовой грамотности так, чтобы он стал выполнять задачи оценки и развития математической грамотности. Это тоже комплекс до 5 класса, наличные и безналичные деньги. Но я сейчас не касаюсь наших финансовых аспектов, правда, я специально оставляю в стороне, но вы видите, как тексты заданий расширяют социальные практики ребенка, как они из проживания тех событий, которые проживают герои ситуаций, тоже чему-то учатся. И как, переходя от первого задания ко второму, к третьему, к четвертому, что-то приобретают из знания и понимания финансовых терминов, понятий, продуктов, отношений и, естественно, вариантов выбора, модели поведения. Можно дальше? Первое задание. Беседа ее с Егором. Помните наши диалоги? Диалоговая форма предъявления и содержания, и вариантов моделей поведения. Первый вопрос. Объясните Егору, что такое банковский чек. Для этого нужно выбрать один из вариантов ответа. Второе задание. Преимущества, недостатки оплаты покупок банковской картой, то есть безналичного расчета. Никаких пока математических действий, правда? Третье задание. Марусь собралась в магазин за лентами цветной бумагой и в последний момент решила, чем ей платить. Что рациональнее в данном случае, наличными деньгами или банковской картой. Выбрала она, что рациональнее воспользоваться в этом случае наличными деньгами. Нужно объяснить, какие причины могли повлиять на этот ее выбор. Но опять мы не видим никаких вычислений. И четвертое, последнее задание у нас тоже, собственно говоря, там какие-то рубли слева в описании ситуации приводятся, а сами дети их не считают, только читают. В каких из приведенных ситуаций люди расплачиваются наличными деньгами, а в каких безналичными. Задание это работает, в общем-то, на понимание различия, да, то, что такое наличные деньги, что такое безналичные. И согласитесь, что такой комплекс и такой сюжет, и эти диалоги, которые там задействованы, и варианты поведения детей, которые тоже здесь отражены, немножечко теряют без математических вычислений. Включаем наше творчество. 4 минуты. Чем можно эту ситуацию наличные и безналичные дополнить, чтобы комплекс стал выполнять задачи оценки и развития математической грамотности? Мы находимся внутри этой ситуации, можем ее несколько дополнять, развивать, корректировать, вставлять задания, корректировать те, которые есть. Ваше право. Время пошло. Не забудьте, пожалуйста, под чертой, которую вы сделали, написать новое название. Это у нас идет работа по заданию наличные и безналичные деньги. А то, которое вы писали раньше, к какому шло комплексу, кто написал? А, какая у нас память. Как называлось то здание? Молодцы, прогулка по магазину.
Да, что значит лучше? Раз и все. Да, это по памяти, по памяти. Ну, вы молодцы, оно у вас перед глазами, поэтому вам лучше запоминается. Написали наличные и безналичные деньги и ваши варианты, да? Пожалуйста. Мы можем перейти на банковскую карту, просто на пластиковую карту. Я перелистала на ситуацию, на это 4-е задание. Может быть, здесь какие-то намеки у вас появятся тоже в дополнение. Я переведу такие. Хорошо, отлично. Я сейчас буду давать, я думала, нашу пособие. Нет, у меня здесь есть. Коллеги, время заканчивается, мы оно утекает, быстро. Кто готов поделиться? Готов поделиться? Не совсем понятно. Так, ну вот, можно ли идею дадим, а потом дальше? Да, можно на уровне идеи. Да, на уровне пока идеи. Да. Так как у нас вот это понятие банковского чека не развито, мы сразу перейдем к банковской карте. Да. У нас уже дети имеют свои банковские карты. А вот если так, что если ребенок приходит в магазин определенной бонусной системы, он расплачивается банковской картой, ему возвращают обратно на карту определенную сумму. Да, и да, процент. То есть есть система магазина. Или, например, Стоп. Значит, вы предлагаете задание, в котором герой ситуации решил расплатиться банковской картой, увидел, что плюс к тому, что он этим пользуется, ему удобно, у него еще есть кэшбэк, и вопрос связан с тем, какой сумму этого кэшбэка он получит. Да? Есть первое задание, зафиксировали. еще есть у нас вот это буква. Если расплачиваемся картой, то есть понятие до 1000 сомов, это бонусной системы нет. Если покупка от 1000 сомов, на каждые 100 сомов прилагается по одному сому бонуса. Второе задание, которое вы предлагаете, связано с покупкой, превышающей по своей сумме определенную сумму. И опять вопрос касается того, сколько в качестве бонусов он приобрел, какая будет финансовая выгода и как математически, еще вот каких она количеством выражается. Есть. Следующее. Да. Это надо сформулировать, ручку возьмите, обязательно запишите. Мы сейчас с вами пишем даже идею. Вот с вами мы уже доработали задание, потому что уже в формате конкретного задания написать. Здесь только идея, обязательно идею. Да, у меня 63 класса, я рассчитывала. У девочки на счету 1500 условных единиц. Мама попросила оплатить ее за интернет 600 условных единиц и за школьный трансфер 800 условных единиц. Сколько условных единиц останется на счету? Замечательно. Да, хватит раз, а дальше или сколько останется в случае удачи. А вы понимаете, что у нас могут быть варианты заданий? Почему? Почему эти два варианта могут быть предложены? Или то, или другое на выбор? Это как бы не в стороне разработки, а в стороне повторения. Потому что мы предлагаем эти задания, можем предлагать детям с разным уровнем
математической грамотности и финансовой грамотности. И то здание, которое попроще, мы предложим того, кого уровень ниже. А если он осваивает этот уровень, нужно дать сложнее серьезнее, и там дадим альтернативу. Поэтому можно даже альтернативные предлагать. И здесь низкого уровня, здесь, допустим, среднего, здесь высокого. Так, еще? Да, пожалуйста. Бонусная система кэшбэк при оплате наличными или при оплате картой. В разных есть ситуациях, разные предложения. Напишите, это тоже рисовать, и желательно даже с предложениями, как у вас здесь это встречается. Есть ваши варианты? Пока подумаем, здесь идеи. Тоже пока думаем. Вы, пожалуйста. Так, коллеги, мы слушаем друг друга, да? Пожалуйста. Как-то уже отметили и кэшбэк, и бонусы, но здесь можно еще отметить налог с продаж 2%. И можно указать по возможности смешанного платежа. Попробуйте сформулировать это в слова задания, пожалуйста. Очень интересная ваша идея. Идея понята. Идея принята. Словами вопроса. Ситуацию вам Нет, хорошо, попробуйте, пожалуйста. Это очень важно. Так. Есть дополнение, да, пожалуйста? Бывает, да, бывает. Бывают условия, когда Сколько средств в месяц надо истратить, чтобы было бы банковская карта? Если банковская карта выпущена таким банком, потом существует такое условие. Запишите, замечательно. Так, идем дальше. Да, пожалуйста. Есть новые задания по обеспечению. Пока здесь нет. И нет даже пока продолжения в области наличных. Он же может наличными расплачиваться. И это тоже можно разработать новыми заданиями. Пока не встречался такие задания. Пока нет. Нет, пока не встречается. Да, пожалуйста. Так, коллеги, если можно, я понимаю, что очень животрепещуще все, но давайте как-то так, чтобы было слышно. Кредитную можно, но это уже не на 5 класс. Напишите вариант развития на более старший возраст и прямо вопрос с использованием кредитной карты. А если вот такое, например, взять ограничение пособия? Если вот так, Это 5 класс. если поступка от 0 до 100, ну, здесь условия, то оплачивается наличными. Какая красота. Если от 101 до 1000, то это идет карта, а если вот это, то чек выписывается. И вот тут варианты покупок, разные товары, да? И почему они это ставят, выгодно? Они ставят Важно галочки, еще прописать условия. Почему выгодно именно в этих интервалах делать это одним способом, другим и третьим. Прямо можно дать врезочку и сказать, да, что стоит за оплатой наличными, картой или чеком. Сносить с собой. Прямо это и пишите. Вот Да. здесь стоит лимит, допустим. Может быть, лимиты да. по пользованию средствами на карте ежедневно, правда? Ежедневно, Совершенно да. верно. А вот тут наименование товара. Да, замечательно. Так, идем дальше. Посмотрите, пожалуйста, к чему мы перешли? Наоборот. У нас осталось немножко времени для того, чтобы посмотреть наоборот. И для разминки, действительно для разминки, на одной страничке, может быть, известная вам такая, несколько строчек, которые Лариса Олеговна могла показывать. В пиццерии продают 2 вида круглой пиццы. Одинаковая толщина, разный диаметр. Какие пиццы выгоднее в этой пиццерии покупать? Раз выгоднее, это уже что-то из нашей с вами области финансов. Это уже что-то, что мотивирует нас на более высокие результаты, потому что как-то ощущаемо, да? Помолчали минуточку. Да, друг друга послушали. И мы готовы перейти к заданиям. Сейчас вспоминая, где наша рамочка, связанная с мыслительными операциями, с компетенциями на распознавание информации, на ее анализ в контексте финансовом, на решение проблемы и на применение некого знания и понимания. И вот в этой связи, пожалуйста, вам комплекс из 2 заданий наших коллег-математиков, который называется «Пособие на ребенка». Вы его разобрали, мы можем не тратить время на чтение, да?
Понимаем мы условия этого комплекса, он разобранный, есть даже в раздатке, замечательно. И два вопроса есть, и есть спецификация этих заданий, этих вопросов, и мы с вами замечательно сейчас оставшееся время посвящаем разработке заданий по финансовой грамотности, которая бы расширила потенциалы этого комплекса. Расширяем обучающие, формирующие потенциал. Да, пожалуйста. У вас есть в раздатке, вы можете смотреть свои листочки. Да, здесь удобнее, пожалуйста, возвращаюсь. Да, мы теперь вопросы, связанные с финансовой грамотностью, сюда интегрируем. Вот здесь возраст этой задачи предлагаем. Это часть задания, потому что у вас распечатки. Да, что нам делать? А вам можно и на вы на это сделать? Да, мы закончили, сделали? Молодцы. Сейчас буду... А теперь мы вот к этому пособию у нас остается 2 минуты на работу, чтобы поделиться на работу. Да, вообще не работает. Можно расширить. Это доходы до вычета налогов, после вычета налогов. Интересно, попробуйте Карина вопрос задать. Да, Это после отчислений до отчислений. это какую Значит, это мы седьмой класс, да, Это 8. Ну, как бы условно, потому что понятно, что здесь и 7 может, да. Мы поставили 8 исключительно из финансовой вот этой вот составляющей, чтобы было детям полезно. Если родители не работают, Что, повышаем рождаемость? Конечно. Дети выросли, потому что выгодно ли ей работать, а выгодным родителям. уважаемая Галина, моя речь считается считает рублем, понижаем среднюю если у нас есть 2 линия, то остальное не знаю.
После третьего остальное не слух, да, что остальное чуть-чуть шепотом и обязательно записывайте. Так, чтобы мы могли все-таки произнести, что родилось сейчас. Кто начинает? Кто начинает? Давайте. Значит, Я честно не прочитала. Вот у меня родилась такая идея. Они сейчас получают эти выплаты. Если они будут получать больше, то выплат не будет. Какая сумма? Зарабатывать больше. Какая сумма пороговая, которая им даст возможность получать выплаты, а с такой уже они не будут. То есть просчитать вот эту сумму. Вы готовы соглашаться на повышение? Или лучше потратить время на... Здесь и математика, и финансовая, и юридическая. Там еще нужно и заглянуть в случае по ссылочке и посмотреть, что там законодатель скажет. Может быть, даже фрагмент из закона туда ставить веточкой. Да, спасибо, другая идея ваша. Если известно, общий размер пособия, выгодно ли родителям не работать? Вот, Родители еще одного ведут. мама такая не будет. Ну, это жизненная ситуация. Да, если как-то семьи, да, неблагополучно. Я бы налоги добавила. Коллеги, сразу это рассматривать. Замечательно. Действительно, мысль включить туда, связанное с налогом. То есть ежемесячная заработная плата найти надо ее сначала, это математическая часть будет, там уже 12 месяцев. И если удерживается там, скажем, столько-то процентов, столько-то подоходный налог, то такая сумма начисляется его или мать. Получается, зарплата выиграет. Налог с зарплаты. То есть мы вводим туда, где нам один из 12 содержания, связанные с налогом. Вы уходите в элемент содержания. Хорошо, есть Какой среднемесячный доход с пособиями на каждого члена семьи будет, если папа на черной ведомости еще получает... Спасибо. Нет, ну можно первую часть оставить, она смысл имеет, да? То есть Мы хотим как-то еще сказать. Ну, я поняла, да. Сейчас найдем финансовые, математические вопросы. Совершенно мы можем показать, что и экономически, и культурные. Но заговорить опыт нужно знать, что другие это коллеги, раз пошел это буквально если меня слушно, я говорю полностью. У нас есть аналоги таких заданий, когда налоговые ситуации описываются сюжеты, связанные с заключением трудового договора, где вам говорят, все полностью, что вы заработаете, вы будете получать прямо без личных налогов в конвертике. А другой работодатель говорит, оформляем договор по всем основаниям налогового законодательства, получаете все, и министром социального, не знаю, отдельные бонусы, налогоотчисление делает сам работодатель, у вас все согласно законодательству без вопроса. И мы в этих ситуациях ставим ребенка, восьмиклассника, действительно перед выбором, какую модель поведения он осуществит, когда завтра пойдет настраиваться на работу. Каковы последствия могут быть, если он примет предложение первого работодателя или второго. Вот таким образом, ту самую черную зарплату, с которой мы создать точку сравнения каких-то ситуаций. Там кто еще может сказать? Да, пожалуйста. Ничего не изменилось. Запланировать график семьи, так скажем, те же коммунальные услуги, питание, там, одежда и прочее. Если мама не... А еще ипотека. Это обязательно написать. Ваше предложение на листочек, кто еще не говорил? Такой же вопрос, имеет ли семья больше ежемесячной пособия, но можно пропустить зарплату. Вот это вот поворот нашей вчера такой спартак. Да, мы некоторые идеи здесь тоже свои советы формулировали, чтобы вам что-то подсказать, вы сейчас ее поймали. Представим, что мы туда предложили некую новое место работы, а там чуть повыше зарплата. И эта ситуация описывается. Мужу, там, главе семьи предложили новое место работы, зарплата там такая-то, такая-то, есть ли смысл ему переходить, да, не грозит ли это потерей того самого пособия и не будет ли
совокупный доход семьи в этом случае ниже. А если другой регион? Совершенно верно, это была наша вторая. Тогда, получается, имеет смысл переезжать в другой регион, куда собственные родственники, и достроиться новый красивый дом, если и дальше все по тексту с этим посудим. Мы можем поаплодировать, я бы сейчас действительно вам поаплодировала, а Ваше время идет. Спасибо вам большое. Я, конечно, встретюсь с большим потоком на лекции по биологии. Если у вас есть какие-то вопросы, связанные с научной деятельностью, давайте мне, чтобы я попробовала включить, подумать, и завтра на лекции это ответить. И не забудьте сдать листочки. Ну, все, что у вас А вы сейчас пойдете написать ссылку? Вот последние 2 Нет, мы еще А ваши идеи повышения зарплаты? Да, пожалуйста. Давайте Спасибо, коллеги. Можно встречайте ваши слова, это нельзя свободно, а мы заканчиваем на полчаса, так что мы закончим. Нет, мы сейчас не уходите, у нас сейчас что-то так. А у вас еще Вот она немножко. Нет, мы сейчас завтра 15. У нас нам нужно еще идею. Зарплату в долларах и курс доллара. Зарплата в Сейчас, пожалуйста, сейчас у нас ситуация такая, нам нужно... Мы с вами завтра еще один день работаем. У нас Ольга Борисовна креативность смеется, а все остальное время мы с вами работаем. Поэтому вы тоже Еще раз спасибо всем, дорогие. До встречи.